Я увидела ветер и обломки, которые начали кружиться вокруг, и я побежала. Я спасала свою жизнь. Я буквально думала, что вот-вот встречу своего Создателя. Моего дома нет. Наши дома. Я даже не могу говорить. Топ-5 температурных аномалий за январь 2023 года. Этой зимой очень холодно и становится еще холоднее. Мощь из недр Земли проявляется на поверхности непредсказуемо, приводя к колоссальным разрушениям и уничтожая все вокруг. 28 января 2023 года на северо-западе Ирана произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9. Повреждения инфраструктуры были зафиксированы в 70 населенных пунктах, где разрушено от 20 до 50% всех строений. Известно о нескольких погибших. Также сообщается о более 1100 пострадавших, и их число продолжает увеличиваться. Отмечается, что это было третье сильное землетрясение в Иране за последние полгода. Со времени последнего сейсмособытия не прошло и 10 дней. Многие здания, которые получили повреждения при предыдущем землетрясении, в этот раз рухнули. Также местные жители рассказали, что подземные толчки повторялись до 50 раз. Подписывайся на канал, чтобы быть в курсе климатических новостей со всего мира. Моего дома нет. Наши дома. Я даже не могу говорить. Мой муж тоже не мог выбраться, его пришлось спасать, потому что не было доступа к выходу. Так что как только вы окажетесь в этом доме, вы не сможете выбраться. Мы выпрыгнули из окна и добрались до соседского дома. Экстремальный и беспрецедентный дождь обернулся трагедией для жителей города Окленд в Новой Зеландии. На конец января 2023 года в городе зафиксированы самые дождливые дни в его истории, которые вызвали мощное наводнение. Его масштабы подчеркивает гибель по меньшей мере 4 человек и небывалые затопления. 27 января стал самым дождливым днем в городе за всю историю наблюдений. За один день выпало около 240 мм осадков, что соответствует количеству осадков за все лето. Бурное течение уносило автомобили, потоки воды с гор размывали склоны холмов. Из-за этого некоторые здания оказались на краю пропасти. Из-за случившегося людям пришлось покинуть свое жилье и опасные территории. Здесь была полиция. Он был просто ошеломлен. Он сказал: «Я никогда не видел ничего подобного». Жилье сейчас – это небезопасность для детей, как раньше. Это дешевая В посуда. наши дни. Вода поднялась на уровень мебели. Диван плавал, холодильник плавал. Мы потеряли все. За всю свою жизнь, что я живу здесь, никогда не видела подобных разрушений. Я должна была убедиться, что с этими соседями все в порядке, и с этими людьми все в порядке. Я увидела ветер и обломки, которые начали кружиться вокруг, и я побежала. Я спасала свою жизнь. Я буквально думала, что вот-вот встречу своего Создателя. В конце января 2023 года непрекращающиеся штормы снова вызвали многочисленные торнадо в США. На юго-востоке Техаса, юго-западе Луизианы и во Флориде были зарегистрированы 18 торнадо.
В результате разгула стихии оказались повреждены многие здания. 24 января в юго-восточном Хьюстоне впервые за всю историю было объявлено чрезвычайное положение из-за торнадо, который пронесся по области со скоростью ветра до 217 км в час. В штатах Техас и Луизиана без электричества остались сотни тысяч жителей. Когда мы вышли, то увидели, что все разрушено. Деревья выкорчеваны, крыш нет. Внутри зданий ничего нет, они разрушены. Сейчас повсюду ужас, это несчастье. Когда я добрался до двери, все стало черным, и я увидел, как вокруг разлетаются обломки. Это было самое страшное, знаете ли, в моей жизни, но слава Богу за то, что мы здесь, живые. Приглашаем на интервью очевидцев климатических катастроф, а также всех, кто непосредственно знает об этом. Свяжитесь с нами и расскажите свою историю. Чтобы весь мир узнал правду, важно участие каждого. Ты заметил, насколько климат стал непредсказуем? В сегодняшнем видео представим топ-5 температурных аномалий за январь 2023 года, которые успели подтвердить тревожную тенденцию изменения климата. Давай подробнее и по порядку. Год начался с жаркого старта, бьющего сотни рекордов по всей Европе. В нескольких странах были побиты все национальные температурные рекорды за январь в первый же день месяца, в том числе в Чехии, Нидерландах, Беларуси, Латвии и Литве. Климатолог Максимилиано Эррера назвал теплую январскую погоду самым экстремальным событием, когда-либо наблюдавшимся в европейской климатологии. В столице Польши температура достигла пика 18,9 градусов по Цельсию. Во Франции свыше сотни метеостанций обновили январские показатели самых высоких температур воздуха за всю историю метеонаблюдений. Что насторожило еще больше, так это насколько температура подскочила выше нормы. В городах, которые в это время года были покрыты снегом, установились показатели, которые обычно наблюдаются весной или летом. К примеру, в Бильбао, Испания, было зарегистрировано около 25 градусов Цельсия, что более чем на 10 градусов выше среднего сезонного значения, которое обычно составляет около 14 градусов Цельсия. Довольно настораживающая тенденция наблюдается также в контрастности температур. В то время, пока в Испании температура даже в ночные часы не опускалась ниже плюс 18 градусов, на европейской части России воздух остыл до минус 44. А в Сибири наступил совсем экстремальный холод. Температуру воздуха минус 62 градуса по Цельсию зафиксировали 15 января на метеостанции Тангулах в Якутии. Это новый исторический минимум для данной метеостанции. Спустя несколько дней в Юго-Восточной Европе снова прокатилась рекордная волна тепла. В Болгарии был побит температурный рекорд почти 70-летней давности. Суровые морозы достигли рекордов и в Азии. Так, 22 января 2023 года в Китае, в провинции Хэлунцзянь, зафиксирована самая низкая температура из когда-либо зарегистрированных здесь – минус 53 градуса по Цельсию. К тому же в Китае наблюдались аномальные температурные контрасты в пределах страны, от суровых морозов на севере до летних значений температур на юге. Зима 2023 года также войдет в метеорологическую историю Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. В Кыргызстане из-за аномальных морозов покрылось льдом побережье озера Исык-Куль. В переводе с кыргызского «Исык-Куль» означает «горячее озеро». Оно не замерзало даже в зимнее время, но не смогло победить аномальное для региона похолодание, когда температура упала до минус 19 градусов. Первый раз такое вижу. Обалдеть просто. Все, почти озеро замерзло. С утра половина была замерзшая, сейчас еще все. Все прям замерзло. Обалдеть. Все прям замерзло. Конца не видно.
О, там южная сторона чуть-чуть вода есть, а остальное все замерзло, считай, что. Когда такое было, что Иссык-Куль замерз? В Пакистане нетипичный холод накрыл даже южные регионы страны, а исторический холод в Иране привел к тому, что более 100 тысяч жителей страны столкнулись с проблемой обогрева своих домов. В северных штатах Индии отрицательные температуры продержались несколько дней подряд, что, по словам фермеров, очень губительно сказалось на сельскохозяйственных культурах. В Фатехпуре, штат Раджастхан, температура минус 4,5 градуса по Цельсию 17 января стала одним из самых низких показателей в истории города. Метеорологический департамент в Индии заявил о том, что за последнее десятилетие в стране число дней с волнами холода увеличилось более чем в 1,5 раза. Что же говорят о нынешней зиме жители страны? Этой зимой очень холодно и становится еще холоднее. Иногда холод усиливается, иногда ослабевает. Сейчас очень холодно, и чай помогает нам согреться. Последние 2 дня было холоднее, чем обычно. Наиболее тяжелая ситуация в связи с сильными холодами сложилась в Афганистане. Для этого времени года температуры значительно ниже средних показателей. Во многих источниках сообщалось об экстремальных минус 28 градусах Цельсия. Почти 160 человек не пережили таких холодов. А потери более 77 тысяч голов домашнего скота представляют дополнительный риск для миллионов людей, остро нуждающихся в продовольственной поддержке. Информацию обо всех температурных аномалиях собрать в одном видео оказалось не так-то просто. Но даже те факты, которые были представлены, дают возможность осознать, насколько усугубляется климатический кризис. И кто-то может сказать: ну это же хорошо, ведь где-то стало теплее. Но стоит задуматься, что это повлечет за собой. Каковы причины таких изменений? И в завершение советуем ознакомиться с климатическим докладом ученых, который был представлен на форуме «Глобальный кризис. Наше спасение в единении».